Узнав о срыве операции, князь Потемкин повелел Суворову подавить бунт нагайцев. 30 сентября они форсировали реку Кубань в 10 верстах от места впадения в нее реки Лабы. 1 октября российские войска двинулись вверх по Лабе. Они настигли нагайцев в урочище Керменчик и Сары-Шагар. В предрассветные часы, когда основная масса восставших совершала утренний намаз, генерал Суворов подал сигнал к атаке. Нижегородцы, владимирцы и донские казаки со всех сторон без выстрелов ринулись на нагайцев. Бой с переменным успехом длился весь день, и только в 10 часов вечера нагайцы начали отступать. Только Нижегородский полк, преследуя противника, уничтожил более 10 тысяч нагайцев. В сражении в устье Лабы геройски погибли все руководители восстания. Пали практически все мурзы некогда могущественных ежегурских и тесанских, джембылуковских племен со всем взрослым населением. Зачистка нагайцев продолжалась несколько недель. В операцию были вовлечены, кроме 16 полков, и местные гарнизоны практически по всему Северному Кавказу. Не щадили ни женщин, ни детей. Экспедиция российских войск против нагайцев, ушедших за Кубань, завершилась почти полным истреблением нагайского народа. Оставшиеся нагайцы были разорены и рассеяны. Общие потери нагайцев от суворовской карательной экспедиции неизвестны. Разные источники называют разные числа жертв от этого геноцида, от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек. Российский террор вызвал массовый исход репрессированного народа. Минимум 700 тысяч нагайцев покинули родину и нашли свое убежище в землях подвластных Османской империи. Сохранился приказ по армии с характерными особенностями суворовского стиля. Войскам отдыха нет до решительного поражения, истребления или плена неприятеля. Если он не близко, то искать везде, пули беречь, работать холодным оружием. Когда Екатерине II доложили о подавлении нагайцев, она воскликнула, что нагайский вопрос решен окончательно. Огромные степные просторы были зачищены от тюрков для заселения славянами и немцами.